Космогонический орнамент. Если говорить об элементах космогонического орнамента, то они отражали представление древних людей о космосе. Я уже упоминал о круге, элементе, явно связанном с поклонением Солнцу. Элемент спираль известен еще со времен Палеолита. Древние люди могли видеть, что водовороты образуют спираль, и домик улитки тоже. Сегодня мы знаем, что ДНК тоже имеет форму спирали. Если взять у нас отпечатки пальцев, получится спираль. У всех разная. Да и наша галактика тоже спиралевидная. Этот элемент орнамента встречается у древних египтян, индусов, скандинавов, то есть у народов, которые жили так далеко друг от друга, что не могли заимствовать элементы орнамента друг у друга. У казахов спираль называется еще шимай. Она символизирует со времен древних саков мировое пространство и вечное движение. Смотрите, и у солнцеголового человека голова не круг, а скорее в спираль. Битпес. Бесконечность имеет тот же смысл. Этот элемент нередко используют для украшения краев, ковров и прочих изделий. Древние народы поклонялись и Луне, причем лунные культы были не менее распространены, чем солнечные. Не зря многие важные праздники христиан, мусульман, иудаистов привязаны именно к фазам Луны. Пасха, Рамадан. Говорят, у славян в свадебных обрядах солнце символизировало женское начало, а месяц – мужское. Хотя, с другой стороны, амулет лунница дарили девочке, чтобы она росла здоровой и красивой. Древние кочевники, предки казахов, считали Луну хозяйкой Вселенной. И в то же время Луна внушала опасения. До сих пор считается, что окна должны быть плотно занавесаны, чтобы лунный свет не падал на человека. Это дурная примета. Разные народы видели на Луне изображения земных объектов. Китайцы видели зайца. Не случайно их луноход получил название «нефритовый заяц». А казахи — старуху. Существовало поверье, что если человек будет долго смотреть на Луну, то старуха сосчитает его ресницы, и он умрет. Чтобы предотвратить эту беду, надо, не сходя с места, сорвать пучок травы и дома бросить в огонь. Элементы айгуль – лунный цветок, айшигуль – полумесяц – одни из древнейших в казахском орнамента. То, что звезды – далекие солнца, древние народы не знали, но верили, что эти маленькие точки влияют на их жизнь. По тюркским легендам, когда Тенгри увидел, что небесный свод обрушился и придавил землю, он подпер его своим железным посохом. В точке, где посох Тенгри уперся в небо, находится звезда Темир-Казык. Так зовут полярную звезду, неподвижную точку на небе, по которой ориентируются путники. А еще считали, что неродившиеся души живут на Венере. Эта планета, Шолпан, была важна для кочевников еще и потому, что пастухи по ней ориентировались во времени. Взошла звезда, можно гнать стада домой, поэтому ее звали Пастушеская звезда. Впрочем, древние изображения звезд, скорее всего, имеют земное происхождение. Говорят, еще шумеры начали изображать пятиконечную звезду. В их клинописных значках она означала угол или маленькую комнату. Греки, ученики великого Пифагора, считали пентаграмму совершенной фигурой, а еще символом здоровья. В мусульманском орнаменте пятиконечная звезда – напоминание о 5 заповедях ислама. А были еще звезды шестиконечные. Их почитали египтяне и другие древние народы. Восьмиугольные, трехлучевые, всевидящее око, четырехлучевые. Словом, знак звезды у всех народов был одним из важнейших. Но и в рукоделиях как западных, так и восточных народов звезда занимает центральное место.